Алина, ну и расскажи, конечно же, о своих достижениях вот за свою спортивную карьеру. Ну, я являюсь мастером спорта по художественной гимнастике, выступала на всевозможных всероссийских и международных соревнованиях. С моим тренером мы объездили, наверное, больше, чем пол России, и страны ближнего и дальнего зарубежья в том числе. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня в нашей программе мы поговорим не только о кулинарии, но и о спорте, потому что у нас в гостях настоящая профессиональная спортсменка, тренер, директор школы художественной гимнастики Алина Лабутина. Алина, здравствуйте! Здравствуйте! Я к вам не с пустыми руками, я к вам с цветочками. Спасибо большое за приглашение. Это вам. Но отмечу, что это не только цветочек в горшке. Я вижу здесь, это настоящие мандарины. Знаешь, я когда выбирала этот цветок, я думала, вообще эти мандарины съедобные. Давай попробуешь ты. После программы или до? Давай сейчас. Попробуем? Да, давай попробуем. Настоящие мандарины. Ну что, ты готов? Да. Ну, вначале это эксклюзив. Пробуем сразу в начале программы. На самом деле мандарины еще не поспели, но до Нового года у нас много времени, поэтому буду поливать и ухаживать за этим мандариновым чудом. Спасибо большое. Спасибо. Алина Лабутина, мастер спорта по художественной гимнастике, тренер, директор Академии художественной гимнастики. Родилась в Казани. С 9 лет занималась художественной гимнастикой в школе Олимпийского резерва города Казани. Входила в сборную по художественной гимнастике Республики Татарстан. Окончила Казанский федеральный университет по специальностям иностранный язык и педагог по физической культуре. Алина – неоднократный призер всероссийских и международных турниров по художественной гимнастике. После завершения спортивной карьеры Алина посвятила себя тренерской работе. С 2010 года была главным тренером по художественной гимнастике физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан, а в 2014 году возглавила Академию художественной гимнастики. Алина, ну а сейчас расскажите нам, что будем готовить. Так, первое, что мы с тобой будем готовить, это рыбу. А что за рыбу мы используем? Мы используем форель. Выбором блюд я, конечно, не удивлен, все-таки в гостях у нас спортсменка. Ты знаешь, не совсем это будет диетическое блюдо, потому что мы будем с тобой добавлять и майонез, и грибы, и, наверное, это не совсем легкий продукт. Но мы уже спортсмены, скажем так, в прошлом, на ковер нам не выходить, и купальник нам не одевать, поэтому мы можем немножко себя побаловать. Отличный выбор. Начинаем готовить. Итак, что Итак, делаем? знаешь, я для тебя подготовила самый приятный сюрприз, это будет лук. Неужели? Поэтому, пожалуйста, вперед. Спасибо. И как можно мельче. Мельче, да? Да. Начинаем. А я займусь этим временем грибочками. Кстати, раз уж ты сказала, что блюдо у нас такое насыщенное, красивое получится, я предлагаю назвать его тамля балык. Я согласна. Знаешь, что нам еще с тобой понадобится? Давай мы с тобой достанем сковородку и уже поставим на нашу плиту. Договорились? Так, пока не добавляем масла, просто пусть Пока погреется. не надо, просто погреться. Алина так красиво рассказывала про блюда, которые будем готовить. А что еще ты готовишь? Знаешь, конечно, вопрос очень интересный. Готовить я, наверное, люблю, но у меня не получается. В силу своей занятости я не могу свою семью побаловать ежедневно вкусной едой. И слава богу, мне так повезло в жизни, что мне достался понимающий супруг, который обычно встречает он меня уже с готовой едой. ужин. Да, знаешь, Какие коронные есть блюда у такие- мужа? Давай похвалим его. Как его зовут? Зовут моего супруга Дмитрий. Что готовит Дмитрий вкусненького и интересного? Знаешь, у мужчин есть такое качество, что они из ничего, в принципе, делают все довольно-таки вкусно. И обычно супруг собирает продукты, которые есть в холодильнике, и в сочетании все это готовит, получается очень прилично. Татар это называется солянка, ты знаешь? Да, вот, поэтому он, в принципе, готовит очень прекрасно, и плов, и макароны, которые любит наша старшая дочь. Он очень готовит хорошо. Кстати, вот про макароны. Для спортсменов, особенно тех, кто занимается художественной или спортивной гимнастикой, есть какие-то вот запрещенные, так скажем, блюда, в том числе макароны? Ну, все, что мучное, конечно, спортсменам нельзя. Конечно же, нужно убирать из рациона и печенье, и мучное, и хлеб, и конфеты. То есть спорт, тем более художественная гимнастика, это должна быть прекрасная фигура. И в частности, когда записываются в нашу школу, родители порой звонят и говорят: в вашу школу принимаются те дети, которые еле на ножках стоят. Но, как говорится, мы даем шанс каждому ребенку и берем таких и пухленьких деток, которых, знаешь, вот когда у меня родилась старшая дочь, она была настолько полненькая и настолько сладкая девочка, и я считаю, что малыши они должны быть именно такими сладкими.
Но сейчас фигура у нее меняется, и я понимаю то, что с возрастом она приобретает уже ту фигурку, которая должна быть в художественной гимнастике. Поэтому, когда ребенок приходит в 5 лет, и, возможно, у нее нет потрясающей там красивой фигуры, но к 7 годам все меняется. То есть с 5 лет, кстати, приходит, да? Уже заниматься? Нет, не с 5, с 4 лет. С 4 лет уже? С 4. Есть у нас еще в Казани школы, где работают и развивающие художественные гимнастики. Там, например, вообще с 2 лет детишек берут. Но они больше играют. Сначала они больше играют. А уже более-менее спорт, когда можно определить, что у ребенка ожидает, это, наверное, в 5 лет, когда она уже слушает, когда она уже старается, когда у нее уже осознанное понимание, что нужно делать. Наверное, это уже с 5 и до 7. Лук у меня уже нарезан, с ним надо что-то делать. Тогда вперед, обжаривай. Так, масло добавим сейчас? Добавь. Так, немножечко. Достаточно. Алина, ну и все наши гости, когда приходят на нашу кухню, они немножко буквально рассказывают о себе. Вот расскажи, как ты стала спортсменкой вообще? С детства ли ты тоже в 5 лет тебя привели родители, может, в спорт? Как это у тебя случилось? Нет, у меня все прошло немного иначе. Меня папа привел в этот прекрасный вид спорта. Привел он меня, когда мне было 9 лет, и попала я на художественную гимнастику совершенно случайно. Мы гуляли с ним в парке Горького, и тогда там была такая школа. Она была одна единственная в Казани, это 11-я спортивная школа. Мы зашли в это здание для чего? Потому что когда папа был совсем маленький, он занимался там борьбой. Мы хотели моего старшего брата записать на борьбу, но эта школа уже была не борьбы, а художественной гимнастикой. И Судьбоносная была прогулочка. Да, судьбоносная. И когда я увидела, как девочки прекрасно, на тот момент мне казалось, танцуют, я попросила папу записать меня в этот вид спорта. Но так как мне было 9 лет, а для художественной гимнастики это уже довольно-таки взрослый возраст, поэтому не сразу, конечно, хотели брать, но взяли. Взяла меня прекрасный тренер Борзенкова Мария Николаевна. На сегодняшний день она является главным тренером сборной Республики Татарстан в групповых упражнениях. И на самом деле я считаю, что мне в жизни очень сильно повезло. Не попав бы в ее именно руки, наверное, не было бы той Алины на тот момент Гариповой. То сейчас я была бы с ней. Той Алина, которая сама сейчас делится своим опытом, навыками, Да. и сама уже тренирует. Конечно, тренирую. Тренирую совсем юных деток. То есть у меня тренируются детки от 5 лет и до 15. Работаем Помогу мы... пока тебе. Давай вперед. Работаем мы ежедневно по 6 часов в день, потому что спорт высших достижений, это нужно прекрасно понимать, что это огромная работа, ежедневная. А у всех, у детей, получается, совмещать и учебу, и вот такие длительные тренировки. Ты знаешь, как показывает практика, как раз-таки, когда ребенок занимается спортом, у него хватает времени и совмещать, и учебу. И даже были у меня детки, которые ходили в свободное время и играли на гитаре. То есть у них хватает времени ходить и на вокал. Вот как раз-таки, когда ребенок учится только в школе, он приходит домой, пока посмотрит мультики, пока посидит в компьютере, да поделает всякой ерунды. И как раз-таки потом поздно вечером он понимает, что еще домашнее задание не сделано. А у нас детки растут именно в тонусе, когда они понимают, что они пришли домой, им нужно сделать уроки, пойти заниматься гимнастикой, вернуться с гимнастики и доделать уроки. И получается такой некий нон-стоп, который не дает им А расслабиться. часто бывает, что дети перегорают. То есть приходят, занимаются, например, с 5 до 8 лет и понимают, что это не их дело. Конечно, такое в практике бывает. да? Ну куда же без этого? Но тут вот как раз-таки этот переломный момент, когда либо родитель объясняет, что дочь, потерпи, этот момент пройдет, либо и родитель тоже ломается, потому что от такого графика, вы понимаете, это же тоже устает и взрослый человек. Но те, кто выдерживает, со временем они понимают, что все это не зря. Итак, Руслан, мы приступили к следующему моменту. Наши грибочки мы нарезали. Пожалуйста, давай вперед. Луку добавим? Добавляем. Все. Не Все. оставляем. Ничего не оставляй, пожалуйста. Все в сковородку. Алина, есть у меня личный вопрос. Вы можете вот в 2 словах сказать разницу в спортивной и художественной гимнастике? У нас проходили сборы в Казани, учебно-тренировочные, и работал там у нас профессиональный жонглер, экс-солист цирка Юрия Никулина. И он нам задал вопрос: девочки, как вы считаете, чем отличается художественная гимнастика от спортивной гимнастики? Мы, конечно, перечислили все возможное, то есть он сказал: нет, девочки, это неверно. Художественная гимнастика от спортивной отличается прежде всего эмоциями. Он говорит: я смотрю, как вы составляете упражнения, я смотрю, как вы работаете с девочками,
Вот, казалось бы, у них упражнение длится 1,5 минуты. И если они не создадут образ и не выразят его эмоциями, то это будет уже не художественная гимнастика. Поэтому, прежде всего, наверное, мы отличаемся грандиозными эмоциями на ковре. Алина, а для чего ты режешь помидоры, кстати? Все для той же рыбы. Они нам понадобятся Вместе заключительным. всё будем, да, запекать? Да, мы будем все вместе. А для Сыр? тебя следующий этап. Пожалуйста, бери терку и давай вперед. На крупной, на мелкой? На крупный. На крупной. Алина, ну и расскажи, конечно же, о своих достижениях вот за свою спортивную карьеру. Ну, я являюсь мастером спорта по художественной гимнастике, выступала на всевозможных всероссийских и международных соревнованиях. С моим тренером мы объездили, наверное, больше, чем пол России. И на тот момент, когда я занималась гимнастикой, это было все-таки 10 лет назад, мы ездили очень много в страны ближнего, дальнего зарубежья в том числе. Поэтому, конечно, своими наградами не хвастается, но я скажу, самое, наверное, основное мое достижение, звание – это мастер спорта по художественной гимнастике. Алин, ты слышал такое утверждение, что не каждый спортсмен может работать тренером? Когда ты вот это себе такой открыл талант, или у тебя всегда мечта была? У меня была всегда мечта, когда я была маленькая, я всем говорила, что у меня будет своя школа художественной гимнастики. Все улыбались, мило на меня смотрели и говорили, ну ладно, возможно, детские мечты сбываются. И знаешь, вот показала практика, что сбываются детские мечты. И вообще не только детские. Самое главное – мечтайте. Профессиональное образование нужно для того, чтобы преподавать? Конечно. Или достаточно звания мастера спорта? Нет, этого недостаточно. Сейчас обязательно тренер должен иметь физкультурное образование, то есть педагогическое. В любом случае мы работаем с детками, с маленькими детьми. Мы понимаем, что мы не только тренеры, мы прежде всего педагоги, мы психологи, которые должны подобрать те ниточки, за которые можно подергивать у ребенка. Потому что дети – это настолько душевно ранимые натуры, немножечко неправильно скажешь, и ничего ты на ковре не добьешься. Как я говорю своим детям, мы зашли в зал, я ваша мама. Поэтому не только мы тренеры, мы мамы, психологи и все, что с этим связано. Ты солил грибочки? Нет. Сейчас Быстро. посолим. Так. Давай. И не забудь, пожалуйста, рыбу, ее тоже нужно будет рыбу тоже, да? посолить. То есть без специй, мы специи не используем? Нет, только соль. Не так. Каждую, пожалуйста. Да, на каждый. Сейчас я вот так вот по чуть-чуть. Все верно. Алина, спрошу у тебя, как у тренера, есть такая фраза «нехватка кадров». Много детей занимается художественной гимнастикой? Вообще, если смотреть по Казани, только по Казани, детей занимается очень много. Ведь у нас уже в Казани 7 школ. И в каждой школе занимается не менее 400 детей. Поэтому ты сам прекрасно можешь посчитать, сколько вообще Почти детей... 3000? Да, деток занимается художественной гимнастикой. Это очень популярный вид спорта. И популярен он, наверное, тем, что он безумно красивый, правильно? Он именно создан для девочки. Когда девочка занимается художественной гимнастикой, это помимо прекрасной осанки, манеры себя подать. Этот спорт именно создан для девочек. Теперь у нас следующий этап – это помидорки. Давай я тебе помогу. Так, спасибо. Сверху, да? Да, сверху. Отлично. И все, теперь сыр. Добавляй сыр. Слушай, ну, интересно. Красиво. Ну, как будет красиво, мы посмотрим после приготовления, конечно. Но надеюсь, что это будет очень вкусно. Я тебе больше скажу. Я уверен, что такое сочетание продуктов, ингредиентов, ну, здесь без вариантов. Полностью закрываем крышечку. Полностью закрывай и давай ставь на противень. Алина, я знаю, что кроме еще тренерской деятельности ты занимаешься благотворительностью. Да, Расскажи нам об этом. есть такое в моем деле. Добавляй, пожалуйста, грибы. А я расскажу, с чего, наверное, это все началось. Началось все это 4 года назад, когда мы с моими друзьями организовали первый благотворительный концерт, мероприятие. Мы приехали в ДРКБ с моими друзьями, с артистами, жонглерами, с танцорами и организовали первый наш концерт для детишек. И на самом деле это очень страшно, когда 3-летнего ребенка, который начинает только, в принципе, свою жизнь, родители на это мероприятие несли на ручках с капельницами. Несмотря на то, что это страшно, но у них глаза, ты бы видел их глаза, они были наполнены счастьем. Они хлопали в свои маленькие ладошки и восхищались каждому танцевальному номеру. И именно в тот момент, 4 года назад, я поняла, что благотворительность, она будет тесно связана, идти со мной рука об руку, нога об ногу, без разницы, как ты скажешь, но она будет присутствовать в моей жизни.
И 1,5 года назад я создала благотворительный фонд, который называется «Хрустальное сердце». Этот фонд в помощь больным деткам. Ты знаешь, я, наверное, не скажу, что мы спасаем жизни детей и так далее, потому что это очень сложно. Но мы хотя бы делаем хоть капельку добра, и хоть немного мы полезны в этом мире. Слава тебе, Господи, мы живы с тобой, здоровы, все у нас есть. Тогда почему мы не можем помочь и остальным, которым у нас так сильно нуждаются, правильно? Полностью поддерживаю. В том году, в декабре, мы организовали большую благотворительную елку. Елка была, конечно же, вместе с Академией художественной гимнастики. Елка называлась у нас «Снежная королева». Мы ставили целый спектакль для детей, часовое представление. Проходило это все в театре кукол «Океан». Мы пригласили 600 детей. Мы с тобой, кстати, можем уже ставить противень. Так, помоги, пожалуйста. Отправляем нашу рыбу в духовочку. Температура 200 градусов на 20 минут. 20 минут. Отлично. Тәмле балык. Лук и грибы мелко порезали и обжарили на растительном масле. Рыбу посолили, приправили специями. Каждый кусочек рыбы поместили на фольгу и смазали майонезом. Сверху выложили грибы, помидоры, нарезанные кружочками, и посыпали все тертым сыром. Выложили на противень и 20 минут запекали в духовке, разогретой до 200 градусов. Было 600 детей, это была целая сказка. И сейчас мы придумали новое представление, оно будет «Спящая красавица», оно будет в следующем году. И, как обычно, 600 детей меня уже не устраивает. Я уже хочу 1000 деток, которые будут улыбаться, смеяться, и мы подарим им праздник. Я желаю, чтобы обязательно все ваши творческие планы осуществились, и вы продолжали дарить любовь и радость Спасибо. детишкам. А мы продолжим буквально через одно мгновение. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня со мной готовит мастер спорта по художественной гимнастике Алина Лабутина. Алина, спасибо еще раз, что вы сегодня с нами. Первое блюдо у нас уже готовится, оно в духовочке. И назвали мы его «Тәмле балык». Посмотрим, насколько он тәмле в конце нашей программы. Но сейчас салат. Расскажите, Алина, из чего? Давай мы с тобой возьмем Так, терочку вновь. Бери яблоко, Зеленое яблочко. зеленое яблоко и натирай его. Мы его почистили. А я тем временем приступаю к огурцам. Отлично. Сегодня мы говорим о спорте, о художественной гимнастике, о благотворительности. И возвращаясь к теме художественной гимнастики, хотел спросить, какие международные соревнования проходят, и проходят ли они в Казани, ну, не считая универсиады? Да, после универсиады у нас потрясающий спортивный объект, это центр гимнастики. Каждый год, июль-август месяц, у нас проходит Кубок мира в Казани. Это такое событие, когда дети заранее покупают билеты, родители строят свои планы, чтобы ребенок посмотрел на звезд художественной гимнастики. Кстати, вот ты сказал покупать билеты, вспомнил о финансовой стороне. Вообще это спорт, который требует каких-то вложений, например, как хоккей. Но чтобы вот отдать ребенка на хоккей, ведь надо купить амуницию, клюшку, каску. Как у вас с этим происходит? И дорогие ли вот эти платья? Вот смотри, если ты мне ответишь на вопрос, который вид спорта не требует затрат. Я тебе скажу, это водное поло. Только Плавки. плавки и шапочка. Да, ну еще помимо этого есть обратная сторона медали, например, соревнования, сборы, тренировки и так далее. И в итоге все это опять-таки в копеечку. Поэтому каждый родитель, который приводит ребенка в спорт, независимо, художественная гимнастика, спортивное плавание, без разницы, это все-таки большие финансовые затраты. А как называется правильно? Купальник или платье у спортсменов художественной Это гимнастики? называется купальник. И все подбирается согласно музыке, создаются образы, швеи отшивают, очень много камней Сваровски клеится на купальник. То есть девочка, когда одевает этот купальник на себя, она чувствует себя настоящей принцессой. Теперь, пожалуйста, приступай к морковке. Морковки, да? Тоже через крупную. Тоже. Ну и расскажи, пожалуйста, нашим зрителям о тех предметах, с которыми вы выступаете. Сколько их? У нас в художественной гимнастике 5 предметов. Это скакалка, обруч, мяч, булавы и лента. Естественно, они не с самого начала выступают со всеми предметами. Все это идет на протяжении всей спортивной карьеры. Вот у тебя, как у спортсменки, спрашиваю, есть любимый предмет? Когда я была спортсменкой, вернемся к этому, наверное, я очень сильно любила булавы. То есть, несмотря на то, что
Это, как и любой другой предмет, очень коварный. Мячик, он укатывается, ленточка запутывается, обруч тоже имеет свойства. А булавы, они довольно-таки тяжелые, и надо приноровиться, чтобы их ловить не в ущерб синякам. А бывает такое, что травмы наносили этим предметом спортсмены? Да, у меня был такой опыт в моей спортивной карьере, когда булава по, опять-таки, моей ошибке упала мне на ногу с броска, ну и было неприятно. Смотрю, ты прекрасно справился с этой задачей, давай Так. теперь все будем с тобой складывать. Я чего помогу тебе. начинаем? Да какая разница, мы Так, все у равно нас там будем огурчики. перемешивать. У нас огурчики. Так, давай. Добавляем яблочки. Добавляем. Зеленое яблочко. И та-да-да-да-да. Да-да-да, морковку. Отлично. Отлично. Теперь бери, пожалуйста, лимон Лимончик. пополам Так. и выдавливай сок. Только не переборщи, чтобы не было как с мандаринами. Ну, я думаю, вот чуть-чуть будет его достаточно. Итак, Так. салат заправляем чем? Заправляй, пожалуйста, сметаной. Тем временем я листья салата подготовлю для Они нашего тоже, да? салата. Они тоже нам понадобятся. А теперь, пожалуйста, добавь соль, совсем немного сахара, Чуть-чуть, да? только не переборщи. И все очень тщательно размешивай. Ты готов? Теперь у нас листья. Так, все тщательно перемешали, и наш художественный салат готов. Прекрасно. Готовы и наши рыбы, поэтому прямо сейчас переходим к дегустации. Салат. Мелко нарезали огурец и салатные листья. Натерли на терке яблоко и морковь, смешали все в миске, приправили лимонным соком, посолили, добавили сахар и сметану. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Ну а прямо сейчас мы переходим к самому вкусному моменту нашей программы – к дегустации, назовем это так. Что будем пробовать первым? Рыбу. Рыбку. Приступай. Итак, тамля балок. Так, надо, чтобы попался и грибочек ведь, Угу. и рыбка. Внимание. Барабанная дробь. По-моему, Очень неплохо. нежно, очень вкусно. Алина, по этому блюду хочется добавить, что действительно оно получилось очень вкусным, нежным. Самое главное, готовится быстро, но еще важнее, что идеально подходит для любого спортсмена. Ну, я не соглашусь, что Ну, идеально. мы уберем майонез, если убрать майонез. Тогда да, тогда будет Переходим идеально. к салатику, там майонез нет, там только сметана. Так, перемешаем и попробуем. Салат действительно получился художественным, я бы даже сказал спортивно-художественным, потому что этот салат точно подойдет спортсмену. Я тоже согласна с И этим. сочетание всех ингредиентов очень вкусное. Оба блюда на 5 баллов. Спасибо. Спасибо большое. Алина, на этом наши кулинарные показательные выступления подошли к концу. И если бы я был судьей международного класса, или обычной судьей, я поставил бы нам высший балл. Вам, конечно, ну и себе тоже. Спасибо. Спасибо огромное, Руслан. Спасибо за приглашение. Было очень приятно познакомиться. Ну а вам, дорогие друзья, всего доброго. Мечтайте, мечты сбываются. Ну и, конечно, не забывайте смотреть нашу программу каждый день на канале ТНВ. Слава Богу, Духар. Пока-пока. Спасибо.